Апрель обещает быть насыщенным на изменения и нововведения. Так, по всей России будут увеличены пенсии для категории граждан, которые остались без права на получение страховой пенсии. Это социальные выплаты по старости, инвалидности, потери кормильца или по государственному пенсионному обеспечению. Индексация коснется практически 4 миллионов россиян, больше половины из которых пенсионеры получат социальное обеспечение. Так, прибавка соцвыплат составит 2%. К примеру, для получателей социальных пенсий людей с инвалидностью первой группы составит до 200 рублей, что увеличит размер пенсии от 10 до 11 тысяч рублей. Это коснется детей-инвалидов, инвалидов с детства, детей подкидыша, а также чернобыльцев, военнослужащих, членов их семей, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению в органах Пенсионного фонда Российской Федерации. На такой же индекс увеличится размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения, установленного за особые заслуги перед Россией, героям Советского Союза, героям Российской Федерации, гражданам, награжденным орденом Ленина, гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы 3 степеней, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Ну а индексация пенсии для этой категории граждан будет проведена независимо от того, работают они или нет. Напомню, страховые пенсии для неработающих пенсионеров в этом году были проиндексированы с 1 января на 7%. Теперь важная информация для пользователей ОСАГО. Отныне водители могут получить право самостоятельно выбирать страховую компанию для покупки полиса через системы Российского союза автостраховщиков. Ранее возможности выбора у автолюбителей не было в связи с тем, что страховщики выбирались автоматически. Все компании, имеющие соответствующую лицензию, будут представлены в 2 системах, а именно «Гарант» и «Единый агент». А само число полисов ОСАГО будет равно федеральной доле страховщика на рынке по этому виду страхования. 1 апреля у нас вступают в силу поправки в ОСАГО, которые увеличивают, соответственно, выплаты по жизни и здоровью. Одновременно с этим, по-моему, с 14 апреля, если я не прав, 12 апреля у нас поднимаются тарифы на ОСАГО на 40-60%. Помимо прочего, изменения коснулись и ПДД. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения. Постановлением уже с 1 апреля будут введены ограничения в отношении начинающих водителей. Под это определение попадут водители, чей срок вождения не превышает 2 лет. Теперь на их машинах обязательно должен присутствовать знак «Начинающий водитель». С 1 апреля будет запрещено им на мотоциклах перевозить пассажиров, буксировка транспортных средств будет запрещена, перевозка крупногабаритных, негабаритного груза, ну, естественно, работа по найму, перевозка пассажиров. Все вышеуказанные изменения в свою законную силу вступят уже 1 апреля. Рина Сычуева, Новости 24.